В наших передачах мы рассказываем вам о видных деятелях крымско-татарского национального движения. Сегодняшний мой рассказ о Мухсиме Османове, чья судьба поистине удивительна, а личность заслуживает уважения и внимания потомков. Мухсим Османов родился 23 февраля 1930 года в красивейшем уголке Крыма, селе Демирджи под Алуштой. В 1944 году, как и остальные крымские татары, был депортирован. Семья оказалась в Узбекистане, в окрестностях Ферганы, Бешарык. Как и многие его сверстники, чья судьба совпала с периодом жизни в спецпоселении, Мухсим рано начал трудиться. В 15 лет он уже работал слесарем на местной ватной фабрике. На этом вредном производстве в результате травмы повредил себе глаза. В 1952 году трудовую деятельность прекратил, так как полностью ослеп на оба глаза и получил первую группу инвалидности. В начале 50-х Османов переезжает в Фергану. Здесь он знакомится с активистами нарождающегося крымско-татарского национального движения Бекиром Османовым, Джапаром Акимовым. Не имея высшего образования, Мухсим Османов обладал феноменальной памятью и поразительной эрудицией. Он быстро завоевал авторитет в национальном движении. Свою будущую жену Лейлю Алиеву Мухсим встретил в 1965 году в Москве, где он был в числе инициативников национального движения. В том же году они поженились. У четы Османовых родились дочь Эльмира и сын Крымдар. В качестве народного представителя Мухсим Османов неоднократно посещал столицу. Вместе с соотечественниками встречался с государственными деятелями, партийными руководителями, которым передавались петиции, коллективные и индивидуальные письма. Османов был прекрасный оратор, мог заставить себя слушать, когда говорил о восстановлении прав своего народа. 18 марта 1958 года и 4 августа 1965 Мухсим Османов в составе группы крымско-татарских представителей побывал на приеме у председателя Президиума Верховного Совета СССР Микояна в Кремле, которому был также передан ряд документов с требованиями крымско-татарского народа. В 1966 году, после выступления на митинге крымских татар в Фергане, Османов был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство. 21 июля 1967 года вместе с соотечественниками он был на приеме в Кремле. На этом приеме глава КГБ Андропов заявил собравшейся группе крымско-татарских представителей, что готовится политический документ о реабилитации крымских татар. А вот единого мнения в вопросе возвращения крымских татар в Крым в Политбюро нет. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года так и не решил крымско-татарской проблемы. В мае 1968 года активисты крымско-татарского движения решили провести акции в Москве, чтобы потребовать у властей вернуть крымских татар в Крым. Ответом на это были жесткие действия властей. Мухсим Османов вспоминал об этом так. «Я, очевидно, оказался особо опасным преступником, поэтому выдворен из Москвы был 17 мая с комфортом самолетом. В течение 3 дней вызывался КГБ для того, чтобы уяснить, что мне запрещено въезжать в Москву». Дома у Мухсима Османова постоянно производились обыски. Он много раз вызывался в прокуратуру, органы КГБ на допросы и профилактические беседы. 11 апреля 1970 года Мухсим Османов в Москве в составе группы крымско-татарских представителей посетил приемную ЦК КПСС и приемную Верховного Совета СССР, передав документ о том, что указ от 1967 года практически не выполняется, а местные власти всячески препятствуют возвращению крымско-татарского народа к себе на родину. В результате Османов был задержан и вместе с другими своими соотечественниками отправлен по месту жительства.
В документах правоохранительных органов Мухсим Османов упоминается неоднократно как один из авторитетов автономистов, экстремистов. Как узнаем из спецсообщения председателя КГБ при Совете министров Украинской ССР Федорчука в ЦК КПУ. По полученным оперативным данным, 7-8 мая 1972 года в Маргелане Узбекской ССР состоялось так называемое республиканское совещание главарей татарских инициативников, на котором присутствовало до 40 представителей от различных городов Узбекистана. Руководители сборища Акимов Джипар и Османов Мухсим предложили подготовить новые документы в правительственной инстанции, организовать под ними сбор подписей, а также собрать деньги для посылки представителей в Москву. Спецсообщение Федорчука заканчивалось так. Органами госбезопасности республики принимаются меры по пресечению антиобщественной деятельности крымско-татарских националистов и автономистов. 12 июля 1972 года в доме Османова опять проводится обыск. Как и у большинства активистов крымско-татарского национального движения за их участие 18 мая в траурных мероприятиях по случаю годовщины депортации крымско-татарского народа. Всего по Узбекистану было проведено 18 обысков. Следователям прокуратуры Ферганы у Османова при этом обыске обнаруживается богатый компрометирующий материал. В 1976 году с семьей он переехал в Крым. В Белогорске купил домик. Началась изнурительная борьба за право жить на родине. Османов, не желая нарушить закон, неоднократно обращался во все инстанции с просьбой дать ему и его семье разрешение на оформление дома и прописки, но ему в этом отказывали. В результате 15 августа 1976 года против Мухсима Османова, инвалида первой группы, в Белогорском РОВД Крыма было возбуждено уголовное дело по обвинению в злостном нарушении паспортных правил. 27 сентября Османов ехать на суд отказался, заявив, что он подал жалобу на противозаконное ведение дела. Наряд милиции во главе с начальником Белогорского РОВД Бабичем доставил его в суд. Поскольку обвиненный был инвалидом первой группы, советский суд проявил гуманность, и к нему была применена статья 45 Уголовного кодекса УССР, предусматривавшая отбывание данного срока условно. Османов на протяжении 76-79 годов пытается опровергнуть решение суда, обращаясь в различные инстанции разных уровней. Понятно, что такая его активность не могла остаться без внимания органов. В сообщении главы КГБ УССР Федорчука в ЦК КПУ от 8 февраля 1978 года читаем. По оперативным данным, экстремистские элементы пытаются использовать сложившуюся обстановку для подстрекательства части крымских татар к совершению антиобщественных действий. 21 января сего года экстремист Османов провел у себя на квартире сборище, в котором приняло участие около 15 человек. В беседе подстрекал их к развертыванию среди непрописанных работы по активизации их деятельности, чаще и в массовом порядке посещать руководителей районов и области, выдвинуть лозунг «Дайте нам работу». 24 января 1980 года начальник оперотдела Крымского УКГБ полковник Павленко проводит очередную профилактическую беседу с Мухсимом Османовым. Павленко сказал Османову, что если где-нибудь будет проявляться активность крымских татар, отвечать придется ему, так как к нему валом валит народ, а он сидит и дает советы. Уже когда в конце 80-х крымские татары стали массово возвращаться на родину, Мухсим Османов, обивая многочисленные пороги кабинетов представителей официальной власти, принимал активное участие в организации комитета по делам депортированных, был одним из тех, кто создавал крымско-татарскую газету «Достлух. Дружба». Участвовал в восстановлении крымско-татарского драматического театра. Он умер 5 января 1997 года
после тяжелой продолжительной болезни в Симферополе. Güzel yalın kayaların dalgalarının yırlarından seni gezip ilk avlandım. Efsanevi sırlarından o dalgalar gelip gidip hep yalını doyup öte mavi kokte dersin takkan yıldızlardan dolanıp öte o alçaklara nazlı nazlı ele duman bu yıldızı gecelerini ben unutmam hiçbir zaman.